Так, ладно. Серьезно. Ой, поправь платочек. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем с вами заседание Республиканского методического объединения учителей иностранных языков. Мы рады всех приветствовать. Пожалуйста, обозначьте свое присутствие в чате. Мы также хотим напомнить, что все вопросы, ваши комментарии также можно задавать в чате. Мы обязательно на них будем отвечать. Дорогие коллеги, сегодня мы с вами собрались для обсуждения невероятно важных и актуальных вопросов. Я думаю, что повесткой вы все ознакомились, но тем не менее я еще раз озвучу наши вопросы и представлю спикеров, которые будут представлять материал по каждому вопросу. Итак, первый вопрос, невероятно важный. Он связан с обновлением федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования. Представит данный вопрос Наталья Николаевна Исаева, заведующий кафедрой социально-гуманитарного образования, кандидат исторических наук, федеральный и региональный эксперт в области оценки качества образования. Второй вопрос будет связан с системой сопровождения формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов. По данному вопросу перед вами выступит Елена Германовна Долбешкина, учитель английского языка технологического лицея. И третий вопрос связан с итогами оценочных процедур как основанием для совершенствования профессиональных компетенций педагога. Анализ оценочных процедур проводила Ольга Михайловна Сковородникова, учитель английского языка средней общеобразовательной школы села Усть-Кулом, победитель республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» в 2019 году, эксперт по проверке ЕГЭ по английскому языку, методист кафедры филологического образования. Уважаемые коллеги, если есть какие-то вопросы, замечания, комментарии по повестке, просьба обозначить их в чате. Мы начинаем наше заседание, и я предоставляю слово Наталье Николаевне Исаевой. Добрый день, уважаемые коллеги. Я попытаюсь очень кратко в связи с временными рамками обозначить лишь основные моменты, что у нас произошло с обновленными в ГОС. Все вы прекрасно помните, что с 1 сентября 2022 года мы с вами все уже в штатном режиме переходим к работе по обновленному ГОС. В настоящий момент есть 4 различные модели, об этом я чуть позже скажу, но на сегодняшний день мы все прекрасно понимаем, что как минимум 1 и 5 классы будут у нас с вами с 1 сентября работать по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам. Для чего это вводится? Коллеги, вообще идея изменений в ГОСы, я позволю себе так называть их сокращенно, мы все с вами прекрасно понимаем, что у нас ныне действующие стандарты были разработаны в 2011 году. За 10 лет произошла масса изменений, были внесены изменения в Конституцию, как основной закон Российской Федерации. Были также с вами уже за это время неоднократно, в принципе, и изменен закон об образовании, принят был новый в 2012, и уже неоднократно были внесены изменения в действующий закон об образовании в Российской Федерации. И современная политика государства сводится к тому, что необходима основная задача современной системы образования – это гарантия общедоступности и единства образовательного пространства на территории Российской Федерации. И, соответственно, основа новых обновленных федеральных государственных образовательных стандартов – это как раз-таки база для всех этих обновлений. Это вот эти 2 основополагающих требования Конституции и Закона об образовании. Соответственно, в ГОС у нас с вами ключевой регулятор содержания образования. Посмотрите. Соответственно, коль скоро мы с вами вносим изменения в стандарт образовательный, то мы с вами вносим также изменения и в образовательные программы. Мы говорим сейчас как про основную общую программу основного общего образования, так и начального общего образования, то есть основной образовательный. И кроме того, мы вносим с вами изменения в рабочие программы учебных предметов. Коллеги, очень надеюсь, что кто-то из присутствующих, хотелось бы, чтобы все уже ознакомились с проектами рабочих программ по учебному предмету иностранный язык. И, соответственно, в чате можете писать, как
собственно, вы к этому относитесь, какие изменения, сильно что-то изменилось, не сильно, а я продолжу повествование. Также мы с вами прекрасно понимаем, что вносятся изменения в контрольно-измерительные материалы, процедур оценки качества образования. В 2021 году был разработан единый кодификатор. Коллеги, также надеюсь, что вы про него слышали, хотя бы слышали, ну, кто-то уже с ним ознакомился. Он выложен на сайте Федерального института педагогических измерений. И исходя из этого у нас с вами меняется структура программ дополнительного профессионального образования, где мы формируем уже необходимые компетенции у педагогических работников для того, чтобы вы могли формировать новый образовательный процесс. Итак, соответственно, вы видите вот эти три такие реперные точки. Это единые стандарты, единые подходы и единая система. Вот то, на чем зиждется гарантия равенства ресурсов, условий и возможностей. В этой связи буквально в ноябре месяце была в Москве, и идеологи обновления федеральных государственных образовательных стандартов, вы прекрасно помните, что это у нас Институт развития образования, стратегии развития образования. Так вот, они сказали, что в основе обновленных ГОС лежит такой акроним, как ВУКа. То есть этот акроним пришел к нам с вами из военной сферы. Он говорит о том, что, смотрите, непостоянство, чтобы не веселить вас, я не буду читать английские названия, потому что мой английский не очень хорош. Непостоянство, неопределенность, сложность и неоднозначность. Так вот, разработчики ВГОС говорят о том, что современный мир можно характеризовать данным понятием, данным акронимом. Соответственно, и человек, который живет и функционирует в рамках данной системы, он должен быть готов ко всем этим изменениям. Как у нас это отражается в ВГОС? Посмотрите. Все статьи и выдержки здесь представлены. Если мы говорим про федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, то посмотрите, на уровне личностных результатов, выделенным цветом, обеспечивает адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, формирование новых знаний, осознавать дефициты, оценивать происходящие изменения. Причем, посмотрите, и в том числе из других культур. Далее выделены глагольные формы, да, спасибо. Посмотрите, соблюдать правила безопасности, реагировать на вызовы, возможности глобальных последствий. Фактически, когда мы читаем вот эти личностные результаты, мы понимаем, что здесь очень хорошо заложена как раз-таки та самая функциональная грамотность, про которую мы с вами говорим. Ну и кроме того, это еще и все те тенденции, которые есть в современном мире. Если мы говорим с вами, что последние 1,5 года очень активизировалось такое проявление негативное, как буллинг в образовательной среде, то мы видим, что появляется личностный результат принимать себя и других, не осуждая. И посмотрите, осознавать эмоциональное состояние себя и других и управлять собственным эмоциональным состоянием. Это те требования, которых раньше не было. Ну и последний слайд в данном случае посмотреть, как, опять-таки же, разработчики ВГОС говорят, что есть ВУКа как вызов, то есть нестабильность, неопределенность и так далее, то есть и можно создать такой вот ВУКа-ответ, то есть видение, понимание, ясность и быстрота. Быстрота изменяющегося мира, быстрота реакции и на принятие решений в рамках этого изменяющегося мира. Что же нам говорит обновленный ВГОС? Во-первых, презентация недоступна, да, коллегам, поэтому, коллеги, вы сможете более подробно с ней ознакомиться. Посмотрите. Обновленный ВГОС, во-первых, приводит стандарт в соответствии федеральному закону об образовании, как я уже говорила, Российской Федерации. Далее, посмотрите, он устанавливает вариативность сроков реализации программ, не только в сторону увеличения, но и в сторону где-то сокращения часов. Далее, как я уже говорила, конкретизирует результаты. Причем конкретизация результатов, она систематизирована. Чуть позже про это скажу. И детализирует условия реализации образовательных программ. Коллеги, скажете, а что же там изменилось? Ну, наверное, если мы говорим про иностранные языки, то это
обязательное теперь требование наличия линкофонного кабинета. Я знаю, что во многих образовательных организациях вы скажете, да, по действующему ГОС тоже есть такое требование. Но теперь, коллеги, мы говорим о том, что это, собственно, обязательное требование. И если линкофонного кабинета, например, если мы говорим про иностранные языки, в образовательной организации не будет, то это уже будет нарушение. Далее, посмотрите, что все требования к результатам реализации основной образовательной программы у нас сформулированы в категориях системно-деятельностного подхода. То есть личностные результаты, я приведу пример на примере, простите за тавтологию, личностных результатов. То есть ориентация происходит на формирование системы ценностей и мотивов. И вот здесь вот у нас с вами формулировки личностных результатов – это ценностное отношение к чему-то, соответственно, или уважительное отношение к чему-то, и интерес к чему. Но если мы говорим про предметные результаты, то, соответственно, происходит конкретизация и систематизация предметных результатов. Осознавать, понимать, владеть, использовать, либо приобретение, да, как пролонгированный процесс опыта. Поэтому, коллеги, те, кто знаком с примерной программой, либо просматривали в ГОС, а я так понимаю, что на уровне образовательных организаций такая работа ведется, соответственно, вы прекрасно понимаете, какие изменения и конкретизация произошла. Ну, это не говоря о том, что, опять-таки же, колоссальный блок у нас воспитательной работы также ложится на плечи педагога в рамках обновленного курса. Ну и посмотрите, если мы говорим про соответствие в ГОС стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2030 года, то мы понимаем, что здесь мы говорим про 7 основных направлений. Иностранные языки мы в этом направлении видим в нескольких. Это, во-первых, переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты. Посмотрите, ориентировано на географию, биологию, технологии, но все прекрасно понимают, что в личностных результатах, развитии личностных результатов и через проектную деятельность мы можем реализовать это, в том числе на уроках иностранного языка. Ну и, конечно же, противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму. Опять-таки же мы видим там литература, обществознание, информатика, но также подразумевается и использование, в том числе и на уроках иностранного языка. Кроме того, вы все прекрасно помните про тот указ президента номер 204 по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования. И вы здесь видите, собственно, тот термин, про который мы с вами говорим на протяжении уже 2 лет, это навыки 21 века. Так вот, в ВГОС вот эти вот hard и soft skills отражены следующим образом. Если мы говорим про hard skills, то есть в проектах ВГОС отражены требования к предметным результатам по иностранному языку и требованиям к личностным результатам. Видите, что здесь и гражданско-патриотическое воспитание, и эстетическое воспитание, и экологическое воспитание. Далее, если мы говорим про soft skills проектов ГОС, то они у нас заложены в формировании критического мышления, креативности и сотрудничества, то есть вот метапредметная концепция, некая совместная деятельность. Ну и, конечно же, soft skills как черты характера, если мы говорим, то в проектах ГОС это, конечно же, инициативность, упорство, настойчивость, то есть то, что мы формируем через все предметы. Следующий слайд, он более конкретно говорит о детализации требований к личностным, метапредметным и предметным результатам. Смотрите, то есть в центре у нас с вами ребенок, у которого происходит, на которого направлено 8 основных процессов. Первое – это глобализация во всех сферах жизни. Они стоят вот сверху у нас, да? Это особое внимание к вопросам воспитания, ну, даже если у нас в Конституцию внесены эти проблематики. Это необходимость модернизации содержания образования, возрастание роли soft skills, о чем я говорила ранее, ну, конечно же, неопределенность, ориентация на образ будущего, который фактически у нас постоянно меняется. И, соответственно, мы должны также готовиться к этим изменениям. Ну и требования, вы видите, что ценно, если мы говорим требования к личностным результатам, мы уже несколько раз сегодня приводила примеры, требования в ГОС к метапредметным результатам освоения образовательной программы, вы видите, что это освоение межпредметных понятий и универсальных
учебных действий, это способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. И здесь у нас вот некий отсыл идет к функциональной грамотности. Это овладение навыками работы с информацией, тут собственное критическое мышление и так далее. То есть происходит, вы видите, что происходит детализация требований к личностным, предметным и предметным результатам. Далее механизмы обеспечения вариативности образовательной программы, также предусмотренные в федеральных государственных образовательных стандартах. Вы видите, что предполагается возможность разработки и реализации индивидуальных учебных планов для обучающихся и так далее. И каким же образом у нас происходит введение обновленных ГОС? Вы видите, что если мы с вами доходим до уровня учителя, то есть задачи учителя, во-первых, это анализ рабочих программ, которые у вас на сегодняшний момент есть. Далее, это изменение рабочих программ в части структуры, содержания и формирования запросов на изменение условий. То есть, поясню, чем это, собственно, чревато или чем это выльется для педагогов. Коллеги, во-первых, сразу хочу снять некую тревожность. Вы все прекрасно помните, что в законе об образовании были внесены в июле 2021 года изменения, в которых говорится, что если образовательная организация принимает в своей деятельности действующие, разработанные примерные рабочие программы учебных предметов, которые сейчас проходят экспертизу, в том числе и педагогами Республики Коми, то вы можете не разрабатывать свою рабочую программу, вы просто коллегиальным решением принимаете, что, соответственно, должно быть каким-то образом просто зафиксировано, например, решением педсовета. Вы фиксируете, что образовательная организация использует в своей деятельности рабочие программы, примерные рабочие программы. И тогда каждому педагогу не надо будет разрабатывать рабочие программы, и это снимает напряжение с педагога, что в свою очередь достаточно хорошо. Далее, соответственно, я повторюсь, что в настоящий момент мы с вами знаем, что есть федеральный портал по научно-методическому сопровождению в ГОС. Это сайт «Единое содержание общего образования». Ссылочка представлена на слайде. Есть единая схема для программ, есть некий конструктор программ. Коллеги, даже если вы не разрабатываете, ваша образовательная организация примет решение, что вы не будете разрабатывать рабочие программы, рекомендую зайти на данный портал и посмотреть, попробовать, то есть зарегистрироваться, попробовать составить рабочую программу. Особенно это хорошо для молодых коллег, которые ни разу этим не занимались в своей деятельности. Для чего? Для того, чтобы, коллеги не дадут соврать, когда мы пишем с вами рабочую программу, у нас выстраивается некая система, мы понимаем системность видения тех процессов, которые в настоящий момент происходят в системе образования. Далее, данный конструктор представлен на портале, о котором я уже говорила, ссылочка представлена. Также здесь на этом сайте проходит апробация примерных рабочих программ. Она началась 15 сентября 2021 года и будет длиться по 30 апреля 2022 года. В настоящий момент, коллеги, апробация проходит по двум направлениям. Первое – это экспертиза рабочих программ, то есть когда коллеги, в том числе из Республики Коми, 34 педагога, просматривают примерную рабочую программу и заполняют анкету по итогам анализа данной рабочей программы. Какие-то свои предложения, замечания, пожелания и так далее. Второй вариант экспертизы – это применение в практике. То есть мы не полностью в учебный процесс внедряем обновленную примерную программу, обновленное содержание, а, соответственно, коллеги, это тоже педагоги нашей республики в том числе, какой-то модуль, какие-то единицы содержания, урок, например, или модуль преподают по обновленным ВГОС, по системе обновленного ВГОС. И, соответственно, заполняют так называемый дневник наблюдения, где отмечают плюсы и минусы данной системы. Коллеги, все результаты, начиная с января месяца, планируется ряд мероприятий по информированию и вас, в том числе и родительского сообщества, о том, какие изменения вносятся и так далее. Поэтому будут в том числе и приглашены участники данной апробации. В данной связи
Коллеги, на уровне федерации, Александр Михайлович, не понимаю, какой еще слайд. Спасибо. В смысле, просто разные слайды были. Спасибо. В данной связи я уже неоднократно вам говорила, что в обновленный ВГОС начального и основного общего образования введено понятие функциональной грамотности. На слайде представлено, что каким образом они введены в ВГОС начального общего образования. Смотрите, освоением знаний, компетенций необходимо как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни. Ну и понятие вообще появляется формирование функциональной грамотности, что ложится на плечи всех педагогов. На уровне Республики Коми, посмотрите, уже структура управленческой модели сопровождения введения обновленного ВГОС, она представлена на слайде. Федеральными операторами у нас является Академия Минпросвещения Российской Федерации, ну и, конечно же, Институт стратегии развития образования, Российская академия образования. Ну и на уровне образовательных организаций тоже видели. Коллеги, на данном слайде представлена последовательность ведения действий по введению федеральных государственных образовательных стандартов, соответственно, предложенная Департаментом государственной политики Управления в сфере общего образования. На уровне субъекта Российской Федерации принимается то или иное решение, и, соответственно, в скором будущем оно нам будет озвучено. Кроме того, коллеги, я хочу поделиться с вами еще такой ссылочкой, и на этом буду заканчивать. В ноябре месяце издательство «Просвещение» провело всероссийскую предметную неделю. Обновленные стандарты обсуждаем, готовимся и реализуем. В данной связи было проведено в том числе и по всем предметам, в том числе и по иностранным языкам. Здесь представлена тематика. Коллеги, по факту было 3 часа, данное мероприятие проходило 3 часа. Темы, которые, посмотрите, были заявлены, это и мониторинг и диагностика образовательных результатов обучающихся в основной школе, это и применение, то, о чем будет сегодня вещать Ольга Михайловна Сковородникова. Соответственно, в данном случае здесь представлена вся необходимая тематика. Коллеги, ссылочка будет доступна, так как у вас будет презентация. И чем ценно, там представлены выложенные видеозаписи и представлены презентационные материалы. Я благодарю за внимание, хотела быстренько, не получилось, к сожалению, но тем не менее надеюсь, что информация была полезна. Хорошей, продуктивной работы вам в дальнейшем и с наступающими праздниками. Уважаемые коллеги, еще раз напоминаю, что у нас работает чат, можно задавать вопросы. Тема невероятно актуальная, востребованная, поэтому если есть сейчас какие-то рекомендации, либо, может быть, комментарии, либо нужны какие-то пояснения, вопросы по данному блоку. Поэтому, пожалуйста, у вас есть сейчас возможность уникально задать их. Пока видим только слова благодарности. Уважаемые коллеги, тогда мы переходим с вами к следующему вопросу. Благодарим Наталью Николаевну за столь содержательный и конструктивный доклады, вступления на эту тему. Я думаю, что если, коллеги, у вас все-таки появятся вопросы, можно будет обратиться к Наталье Николаевне. Она всегда доступна. Ее контактная информация, я думаю, что также у вас есть. И, уважаемые коллеги, пользуясь случаем, перед тем, как мы с вами перейдем ко второму вопросу, который связан с функциональной грамотностью, мы сейчас в чате разместим ссылочку. К нам обратились коллеги из Москвы, а завтра они проводят вебинар для учителей иностранных языков, который имеет название «Применение информационно-компьютерных технологий на уроке. Цель и место в структуре урока. Практика применения в рамках ВГОС». Это будет ссылочка на регистрацию на данный семинар. Пожалуйста, регистрируйтесь. Также мы отправим вам ссылку на анонс. На сайте нашего института есть информация по данному семинару. Вы также можете с ней ознакомиться. Если мероприятие вам интересно, пожалуйста, подключайтесь, слушайте. Но до этого необходимо зарегистрироваться. Уважаемые коллеги, мы переходим с вами к следующему вопросу.
Я даю слово Елене Германовне, учителю английского языка технологического лицея. Елена Германовна представит свой опыт по сопровождению формированию функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов. Елена Германовна, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я, конечно, не только по 8-9 классам, там у меня и 10-11, потому что я работаю в технологическом лицее, а у нас учатся ребята с 8 по 11 класс. Ну что ж, приступим. Сегодня меня пригласили выступить по проблеме развития функциональной грамотности учащихся, и мне предложено осветить свое видение вопроса. Я с удовольствием поделюсь с вами своими мыслями. Если у вас есть какие-то комментарии или собственные идеи, надеюсь, что вы тоже ими поделитесь в чате, не только. В настоящее время функциональная грамотность – это одна из приоритетных задач, стоящих перед учителями, поэтому ее развитию уделяется достаточно серьезное внимание. Что же такое функциональная грамотность? Термин «функциональная грамотность» впервые ввел советский психолог, философ и педагог Алексей Леонтьев. Он говорил, что функциональная грамотность – это в первую очередь умение работать с информацией. Про какого рода информацию мы бы ни говорили, все упирается в чтение. Нам, учителям иностранного языка, это хорошо известно. Мы очень много работаем на каждом уроке над чтением. Получается, что навык чтения и умение читать – это один из важнейших навыков, который должен получить современный учащийся, современный школьник. Кто же такой функционально грамотный человек? Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Нам, учителям иностранного языка, известен такой термин, как long life learning, то есть обучение через всю жизнь. Мы должны учить учащихся, простите за тавтологию, учить учащихся учиться и применять полученные знания на практике. А чтобы сделать это, необходимо всем перестроиться и стараться создавать на уроках такие задания, которые бы развивали функциональную грамотность учащихся. Чем же отличается новая система заданий по развитию функциональной грамотности от традиционно используемых в отечественной школе? По каждому направлению функциональной грамотности разрабатываемые задания объединены в тематические блоки. Блок заданий включает в себя описание реальной ситуации, представленной, как правило, в проблемном ключе, и ряд вопросов заданий, относящихся к этой ситуации. Учащиеся должны выполнить эти задания, используя знания из различных предметных областей. Их последовательное выполнение способствует тому, что, двигаясь от вопроса к вопросу, ученики погружаются в описанную историю и приобретаются как новые знания, так и функциональные навыки. Предложенные ситуации связаны с разнообразными аспектами окружающей жизни, наиболее близкими к личному миру учащихся и вызывающими у них интерес. Оценивать, вы видите на слайде, функциональную грамотность призвана оценивать международная программа по оценке образовательных достижений учащихся PISA. Program for International Student Assessment. Слышали, наверное. В исследование PISA включены задания разного типа. Почти половину из них составляют вопросы, предполагающие свободные ответы. А есть вопросы с определенным, нерасширяемым списком ответов. Это значит, что ученик должен выдать самостоятельный ответ, который будет ограничен конкретными словами или числами. Почти треть всех заданий в тесте составляют вопросы с готовыми вариантами ответов. Задания в международной программе отличаются от ЕГЭ и ОГЭ и других российских тестов в том, что она в первую очередь оценивает возможность школьников руководствоваться здравым смыслом и логикой при выполнении нестандартных задач. В этом отношении можно сказать, что данная система следует современным образовательным трендам. Ведь способность учеников применять школьные знания в жизни – это и есть важнейший аспект функциональной грамотности и навыков 21 века. Различают, то есть вы понимаете, да, я показываю вам пример
одного из заданий, которые получают учащиеся по оценке достижений своих, да. Вот. Ну, здесь хотелось бы остановиться на направлениях по развитию функциональной грамотности. Это финансовое, математическое, естественно-научное, глобальное, креативное мышление и читательская грамотность. Направление это функциональной грамотности. Ну, как и многие другие, наверное, я работаю по ОМК Spotlight, и при подготовке к выступлению я проанализировала содержание своего учебника за разные классы еще раз и поняла, что, в принципе, по каждому из этих направлений в нашем учебнике содержатся задания и ведется систематическая работа. То есть предмет иностранный язык в школе – это, наверное, такой предмет, который объединяет все остальные школьные предметы. И вы знаете, ну как сегодня из собственного опыта, мы проводили пробный экзамен в новой форме уже, 2022, по английскому языку для 11-классников. Вот ребята вышли, и один из них мне сказал, вот знаете, что если у тебя нет никаких знаний по другим предметам, английский язык тоже не сдать, потому что попался текст, в котором была информация о художественных стилях, и если бы не уроки МХК, то трудно было бы выполнить это задание. То есть какие-то задания по другому предмету помогли правильно определить, правильно выбрать там варианты ответа и так далее. Ну и, конечно же, написание эссе, новая форма, это анализ диаграммы, анализ таблицы, это тоже очень важный аспект. То есть не зная что-то по другим предметам, с этим заданием справиться сложно. Мы всегда это говорили, всегда считаем, что английский язык, конечно, это как никакой другой предмет, лучше способствует развитию функциональной грамотности учащихся, потому что мы на своем уроке обсуждаем самые разные проблемы. Ну вот и начнем с первого направления. Да, вот тут я еще тоже забыла сказать, что функциональная грамотность – это межпредметный навык. Загрузилась, да? Да, и начнем. Вот первое направление – это финансовая грамотность. Что такое финансовая грамотность? Это способность принимать разумные, целесообразные решения, связанные с финансами в различных ситуациях собственной жизни. Ну, вы видите, что включает в себя содержание понятия финансовая грамотность. И мы, как учителя иностранного языка, конечно же, практически в каждом, наверное, классе, ну, я имею в виду уровне обучения, встречаем задания, связанные с деньгами, с умением рационально пользоваться деньгами. Вот, к примеру, вы видите фрагмент урока в 8 классе, это British Banknotes, то есть мы изучаем денежные системы, денежные единицы страны изучаемого языка, но, конечно же, затрагиваем не только те банкноты, которые встречаются в Великобритании. How responsible are you with your money? То есть как ты пользуешься своими деньгами. Это 10 класс, тема подростки и свободное время. Конечно же, мы обязательно встречаемся с финансовой грамотностью, когда составляем диалоги, обсуждаем покупки в магазинах и так далее. То есть мы, как учителя иностранного языка, вносим в свой вклад в развитие финансовой грамотности на своих уроках. Следующий – это математическая грамотность. Ну, казалось бы, что английский язык и математика очень далеки друг от друга, но, несмотря на это, мы все-таки выполняем упражнения, которые развивают и математическую грамотность. Ведь что это такое? Это способность проводить математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира, где нам встретить на уроках английского языка математику. Ну, я в начальных классах не работаю, но помню, конечно же, это и, конечно, обучение счету, обучение датам и так далее. Кроме того, например, изучая тему shopping, предлагаем ролевую игру, нужно вычислить сумму, которую нужно заплатить за приобретенные в магазине товары. Дальше, вот второе, при работе над аудированием часто просят посчитать количество предметов, тоже нужно. В 10 классе, конкретно по ОМК Spotlight, мы изучаем геометрические фигуры, когда знакомимся
со стилями живописи, кубизм, сюрреализм и так далее. Опять же, при составлении диалогов мы используем тоже такие вопросы и задания, где нужно или дистанцию вычислить, или применить какие-то математические навыки, посчитать стоимость билетов и так далее. То есть и над математической грамотностью мы тоже работаем. Следующее направление – это, естественно, научная грамотность, то есть способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками. Я здесь в первую очередь вижу, конечно же, биологию, географию, физику, и в УМК Spotlight эти все темы включены в каждом модуле. Имеется такой урок, который посвящен, вот как вы видите, или защите окружающей среды. Мы рассуждаем о животных, мы изучаем строение тела человека, нервной системы. Ну вот тут даже есть такие картинки, да, изучаем строение зубов и говорим о том, насколько это важно. То есть и, естественно, научная составляющая на уроках иностранного языка развивается. Перейдем к следующему направлению – креативное мышление. Мне кажется, что наш предмет для развития креативного мышления подходит как нельзя лучше. Ведь необходимо перестроиться, говорить на иностранном языке – это уже очень серьезный навык. Ну а что же такое креативное мышление? Это способность продуктивно участвовать в процессе выработки, оценки, совершенствования идей, направленных на получение инновационных и эффективных решений или нового знания и эффектного выражения воображения. Ну, я тоже проанализировала наш УМК и нашла такие задания. Например, очень интересное задание, когда мы показываем часть картинки, и необходимо предположить, а что же находится на другой половинке. Я такие задания делаю на своих уроках. Но и учебник тоже содержит много заданий, посвященных развитию креативного мышления. К примеру, в 11 классе вот одна из страничек «Against all odds», несмотря ни на что, тема, где нужно предположить по набору фраз, о чем пойдет речь в этой истории, чем не креативное мышление, составить небольшой рассказ. Кроме того, вжиться в роль в парах, вот, например, прочитать текст по ролям и представить себя на месте главного героя, как вот здесь в упражнении 7 при изучении в 10 классе темы «Призрак оперы». Представьте, что вы призрак, напишите о вашей жизни и так далее. Таких заданий в учебнике очень много. И сама я очень люблю тоже потворить немножечко, и мы, конечно, с удовольствием такие задания выполняем, то есть развиваем креативное мышление. Следующее направление – это глобальные компетенции. Ну, вы на экране видите определение, что это такое, то есть это сочетание умений. И всегда я считала, что иностранный язык сам по себе – это глобальный предмет, и он идеально подходит для формирования у учащихся глобального мышления. Ну, потому что в нашем предмете следующие характеристики – это открытость для разнообразных проблем человеческого бытия. Дальше коммуникативность, именно это наша главная задача, именно этому мы обучаем детей. Мы знакомимся с культурой, традициями, конечно, страны изучаемого языка и узнаем очень много. Ага, там пишут, что слайд быстро убрала. Ничего, вернется, да, все. То есть иностранный язык, конечно же, это глобальный предмет. Ну и буквально несколько примеров тоже поискала в своем учебнике, их много, я просто не стала... А можно тут вот даже не видно? Ага, получилось. Конечно же, вот мы говорим в 8 классе об этикете в Великобритании, учимся правильно знакомиться с традиционными костюмами и так далее. Много тем, связанных и с другими странами, обсуждается на уроках иностранного языка. То есть мы развиваем и глобальную грамотность. Я оставила последнее направление, читательскую грамотность, в конце, потому что считаю, что
как и учителя, наверное. Ну, учителя всех предметов, конечно же, развивают читательскую грамотность, но все, кто изучает язык, понимают, что ну, без чтения никуда. Чтение на каждом уроке мы читаем какой-либо текст, диалог и так далее. Читательская грамотность – это способность человека понимать, использовать, оценивать тексты. Текстов в наших учебниках содержится очень много, причем по-разному, разных жанров и разного содержания. И проблема чтения сейчас очень остро стоит, потому что мы сейчас сталкиваемся вот с такими моментами, что читая, ну, даже задачу по математике или задание к ЕГЭ или к ОГЭ, ребята не всегда понимают, что читают, и не всегда правильно затем выполняют задания, потому что этот навык не развит. Поэтому мы всеми силами стараемся развивать читательскую грамотность на уроках, и в том числе на уроках иностранного языка. Ну, понятно, да, вы видите на слайде, что включает в себя содержание понятия читательская грамотность. И хочу привести типы текстов. То есть есть сплошные тексты, вы видите их на экране. И я, конечно, каждый из вас, кто работает по, может быть, не по учебнику Spotlight, по любому другому, полистает и увидит, что учебники английского языка содержат и художественные тексты, и отрывки из произведений, и различные инструкции и так далее. То есть здесь примеры есть, просто практически весь учебник можно перепечатывать сюда, чтобы показать это. Ну и есть еще такой тип текстов, как несплошные тексты, то есть графики, диаграммы, таблицы, карты, схемы, рисунки и так далее. И мы, учителя иностранного языка, сейчас в полной мере осознаем, насколько это важно, учить учащихся, анализировать таблицы, диаграммы и графики, потому что мы знаем, изменилось задание 40-е в ЕГЭ, где как раз и нужно проанализировать диаграмму или график, и мало того еще и описать, то есть предоставить этот анализ. Мы тоже уделяем внимание работе с такими текстами. Вот, к примеру, мы видим и рисунки есть, и диаграммы есть, и графики. Ну и вот два примера, как выглядит теперь задание в едином государственном экзамене. Конечно, работа с текстом на каждом уроке ведется серьезно. Я надеюсь, что вами тоже ведется. Ну и все... Перечислять и читать не буду все слайды, но мы знаем, что мы учим на своих уроках находить и извлекать информацию, конечно же. Мы учим интегрировать и интерпретировать информацию на своих уроках. Обязательно развиваем навыки осмысления и оценивания содержания и формы текста. Делаем. И используем полученную информацию из текста. Конечно же, любой урок, как еще раз повторюсь, он строится на работе с текстом. Ну что ж, задание... Таким образом, как вы видели, при развитии функциональной грамотности мы, учителя иностранного языка, работаем над всеми направлениями. То есть мы молодцы. Всегда считаю, что учителя иностранного языка — это просто передовые люди. И, конечно же, задания, направленные на формирование функциональной грамотности, они способствуют повышению мотивации учащихся, расширяют их кругозор, развивают творческие способности. И хочу напомнить, что целью обучения иностранному языку является формирование навыков свободного общения, то и можно и ответить, что на уроках английского языка или иностранного языка учитель может работать по всем направлениям формирования функциональной грамотности, что, наверное, вы и делаете все, дорогие коллеги, учителя иностранного языка. Ну, в принципе, вот. Забыла еще отметить, что в нашем лицее есть группа учителей, которая работает именно над работой, над функциональной грамотностью. Ну, в общем, так. То есть есть и группа людей, которые вовлечены в такой проект развития функциональной грамотности.
И вы видите, да, если вы наберете в интернете ТХЛ-Послаб, я еще там забыла, оказывается, точечку поставить и инфо добавить, thlposlab.info, то, о чем я рассказывала, и примеры заданий по другим предметам тоже имеются на нашем сайте. Вы можете выходить, воспользоваться этим, посмотреть. Работа еще ведется. То есть это такая группа у нас инициативная. Но в то же время те наработки, которые уже моими коллегами были сделаны, помогли мне и сейчас подготовиться вот к этому выступлению. Ну, в принципе, наверное, там все. У меня есть и там еще один слайд, типа «До свидания». Да, вот, развивайте функциональную грамотность. Всем желаю успехов в работе. Также поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам всем успехов. Все, спасибо за внимание. Я вижу, там мне что-то пишут. Да, у нас хорошая материальная база. Так. Ага. Ну, спасибо, да, молодец, спасибо, я молодец. Угу. Спасибо. Какие вопросы еще есть? Да, конечно, презентация будет. Да, ну если там быстро я убрала слайд с примерами, ну вы сможете посмотреть, потому что, да, будет презентация там выложена. Все. Вопросов больше нет? Всем спасибо, всем успехов. Уважаемые коллеги, пожалуйста, не скромничайте. Если есть вопросы к Елене Германовне, пожалуйста, задавайте их в чате. У вас есть уникальная возможность сегодня. Елена Германовна скромничает, но тем не менее регалии ее не перечислите, наверное, сегодня, поскольку Елена Германовна является победителем нескольких республиканских конкурсов, победителем по НПО неоднократный, эксперт в области изучения методики преподавания иностранного языка. Коллеги, вопрос актуальный и важный. Встречаемся мы с вами в рамках РМО не так часто. И есть возможность сейчас задать вопрос нашему опытному педагогу-практику, который реализует вопросы функциональной грамотности у себя на уроках. Пожалуйста. Я думаю, что у нас все учителя иностранного языка работают над функциональной грамотностью. Надо просто сесть и подумать, проанализировать. Просто мы не задумываемся, делаем и делаем, а оказывается, мы решаем самые серьезные проблемы, которые ставит перед нами государство. Мы не боимся проблем, мы их решаем. Да, коллеги? Все. Уважаемые коллеги, спасибо огромное Елене Германовне за то, что нашла возможность сегодня включиться в работу нашего РМО. Я думаю, что данная встреча была не последней, и в следующем году мы обязательно встретимся с Еленой Германовной. Уважаемые коллеги, мы продолжаем. У нас остался в повестке еще один вопрос, заключительный, последний. Его нам раскроет Ольга Михайловна Сковородникова, учитель английского языка средней общеобразовательной школы села Усть-Кулом, победитель республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года» 2019 года, эксперт по проверке ЕГЭ по английскому языку, а также Ольга Михайловна является нашим сотрудником института, методистом кафедры филологического образования, поэтому мне вдвойне приятно сегодня представлять Ольгу Михайловну. Ольга Михайловна, вам слово. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо большое за предоставленное слово, Светлана Семеновна. Я бы хотела, вот не стала писать уже в чат, хотела бы лично поблагодарить Елену Германовну за такое достаточно объемное, очень широкое, очень понятное, доступное разъяснение всех вопросов, касающихся функциональной грамотности. На самом деле сегодня это очень важный и актуальный вопрос для нас всех. Поэтому, Елена Германовна, вы молодец. Спасибо большое. Ну, а что касается меня, я бы хотела в своем выступлении остановиться на оценивании, на оценочных процедурах, с которыми нам с вами приходится иметь дело, уважаемые коллеги. Ну, как известно, все оценочные процедуры можно, наверное, разделить на несколько уровней. Это оценочные процедуры, которые проводятся в рамках образовательной, то есть на уровне образовательной организации, региональном уровне, федеральном уровне. Ну, сюда, наверное, тоже можно отнести международные различные мониторинги и исследования. Ну и оценочные процедуры, как мы знаем, делятся на две большие группы. Те, которые направлены непосредственно
выявление, мониторинг, оценивание различных компетенций учащихся и оценочные процедуры для педагогов. Ну, что касается учащихся, это такие международные исследования, как PISA, TIMSS, известные нам, PEARLS, всероссийские мониторинги, НИКО, ВПР, сюда же можно отнести и ЕГЭ, ОГЭ, ну и наши внутренние республиканские проверочные работы. Ну, что касается педагогов, наши учителя участвуют в международном исследовании ТАЛИС, ну и в российских диагностиках профессиональных компетенций учителей. Что важно сказать, уважаемые коллеги, то, что данные оценочные процедуры, на самом деле, анализ их результатов несут очень важную такую задачу, решают очень важную задачу, а именно они позволяют нам выявить наши профессиональные дефициты. Сегодня я бы хотела коснуться некоторых оценочных процедур. Ну, конечно, большую часть я буду говорить о ВПР. Буквально пару слов о таких оценочных процедурах, как ЕГЭ, ОГЭ. Долго задерживаться не буду, поскольку, ну, что касается основного государственного экзамена, в последние 2 года ОГЭ у нас не проводился. В прошлом году, то есть в этом 2021 году, в республике была проведена итоговая контрольная работа в формате ОГЭ. Но, как нам всем известно, результаты нигде не учитывались, они не влияли ни на годовую отметку учащихся, ни на отметку в аттестате об основном общем образовании. Поэтому на данный момент пока, наверное, анализировать особо нечего, будем ждать, что будет дальше. Рособнадзор предупредил, что в 2022 году основной государственный экзамен будет проводиться в доковидном формате, поэтому, наверное, нам следует уже настраиваться, хватит отдыхать. Что касается такой оценочной процедуры, как единый государственный экзамен, вот очень подробно мы разбирали результаты ЕГЭ 2021 года в рамках сентябрьского семинара. Проведен был подробный достаточно анализ типичных ошибок учащихся. Отмечу только, что результаты ЕГЭ вообще, в принципе, из года в год у нас, и 2021 год не стал исключением, достаточно приятные такие результаты. Выросла доля высокобальников у нас в 2021 году. Ну и в целом, в сравнении с результатами по стране, Республика Коми выглядит достаточно неплохо, прилично выглядит по качеству выполнения заданий единого государственного экзамена. Буквально вот позавчера мы с коллегами провели семинар, где разбирали как раз утвержденную демоверсию единого государственного экзамена 2022 года. В 2022 году участникам экзамена необходимо будет выполнять очень много заданий, которые поменяли свой формат. И вот как раз в понедельник мы с коллегами разобрали несколько моментов, таких очень важных, что касается разбора задания 40-го, задания высокого уровня, которые дети наши выполняют уже, готовятся на протяжении нескольких месяцев, даже несмотря на то, что до сих пор нет четких методических рекомендаций от Федерального института педагогических измерений. Поэтому видеозаписи всех семинаров, что касается ЕГЭ, есть в доступе, если кто-то не успел подключиться, не имел возможности, есть возможность посмотреть семинары в записи и узнать, наверное, какие-то некоторые актуальные моменты. Ну, вот сегодня мне бы хотелось остановиться на такой оценочной процедуре, как всероссийские проверочные работы. Каждый учитель, работающий в школе, естественно, не раз сталкивался с ними. И, в общем-то, мы понимаем, что для нас это уже не новый вид мониторинга. ВПР проводится в российских школах с 2015 года. Что касается нашего предмета иностранный язык, учащиеся 7 и 11 классов выполняют данный вид работы. Но и назначение ВПР, основное назначение ВПР, это, конечно же, оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 2021 год не стал исключением. И в 2021 году 7-классники и 11-классники также выполняли задания всероссийской проверочной работы. На экране вы видите данные по количеству участников. В ВПР в 7 классах участвовали 7935 учеников из 218 образовательных организаций. Ну, как обычно, наверное, наибольшее количество участников нам дают муниципальные округи городов Сыктывкар, Ухта и Воркута. Итак, я бы хотела вот сейчас обратиться
в гистограмме, которая указывает на качество выполнения всероссийской проверочной работы. Но судя по данным, мы можем сделать вывод, что семиклассники в этом учебном году справились на достаточно, на оптимальном уровне, я бы сказала, с заданиями ВПР. Есть учащиеся, которые справились с работой на отлично, хотя, конечно же, процент выполнения не очень велик, чуть больше 5%. Основная часть участников ВПР написала работу на оценку 3, то есть на среднем уровне. Но мы можем сказать здесь, что данный показатель в целом схож с показателем по Российской Федерации. Ну и есть, конечно же, у нас такая, на мой взгляд, немалая доля учеников 7 классов, которые не смогли справиться с заданиями всероссийской проверочной работы. 28,15%. Это немалая цифра на самом деле. Что касается успеваемости и качества знаний. Качество знаний по итогам ВПР в Республике Коми составило 27,53%. В целом по России эта цифра немного выше, чуть больше 34%. Ну и успеваемость, вы видите, 71,84%. По России данный показатель немного выше, на 7% все-таки выше. Поэтому, конечно, по качеству знаний и успеваемости мы уступаем Российской Федерации. Ну и, уважаемые коллеги, продолжая говорить о цифрах, мне бы хотелось сделать акцент на следующем. Посмотрите, пожалуйста, на результат. На самом деле, давайте подумаем. Ну, неужели у нас такая картина в школах наших, республиканских? Ну, наверняка не так много неуспевающих учащихся мы все-таки имеем в наших школах. Так? Ну и процент, я думаю, лучших и отличников тоже гораздо выше. Если мы сравним отметки по ВПР и отметки по школьному журналу, то увидим, что, посмотрите, только 40,84%, а это меньше половины, подтвердили свои школьные отметки. Получается, что где-то вот здесь встает вопрос о том, что, ну, наверное, мы где-то завышаем детям оценки. Да? 56,28% большая часть участников ВПР, семиклассников, понизили свои результаты. Вот как раз здесь и встает вопрос об объективности оценивания на уровне как раз образовательной организации, конкретно каждым учителем. На это стоит обратить внимание и стоит задуматься на самом деле. И обратите еще внимание на одну цифру. 2,88% участников ВПР, семиклассников, повысили свои результаты, ну, по результатам ВПР, да, получили оценку выше. И вроде как будто бы процент не настолько велик, чтобы, может быть, обращать внимание на это какое-то такое серьезное. Но все-таки, если мы возьмем данную цифру непосредственно в количестве человек, а это 228 человек, получается, что мы с вами, уважаемые учителя, где-то, наверное, что-то недоглядели, где-то недооценили наших учеников. Я понимаю, что здесь действовать могут различные факторы, поэтому, ну, естественно, разные факторы могут влиять, но, тем не менее, я не думаю, что процентное соотношение изменилось бы, ну, настолько прям серьезно, чтобы картина поменялась полностью. Все-таки над этими моментами нужно задуматься. Получается, что по данной гистограмме видно, что система оценивания учителей на местах и система оценивания подхода разработчиков КИМ ВПР разнятся, что говорит как раз об отсутствии единого подхода к оцениванию, уважаемые коллеги. Если говорить конкретно по заданиям, то можно увидеть, что в 2021 году семиклассники выполнили все задания, ну, на среднем, или я бы даже сказала, на низком уровне. Обратите внимание на таблицу. Здесь представлены результаты выполнения семиклассниками отдельных видов заданий, ну, в соответствии с группами как раз планируемых результатов. Как видно из таблицы, средний процент выполнения
семиклассниками заданий ВПР в целом ниже, чем средний показатель по Российской Федерации. По всем практически параметрам, получается, наши данные, наши статистика ниже, данные статистики ниже. Наиболее успешно выполнены задания 1, 2, 4 и 5. Все это задания базового уровня и, в общем-то, направлены на формирование у учащихся соответствующих умений, которые представлены в таблице. Глядя на данные, на эти данные, мы можем обозначить, наверное, перечень тех умений, которые были сформированы у учеников 7 классов в достаточной степени. А именно, это аудирование с пониманием запрашиваемой информации, это осмысленное чтение текста познавательного характера вслух. Здесь учитывалось и фонетическое оформление, и интонационное оформление текста. Это чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. Я имею в виду сейчас то задание, где участникам ВПР необходимо было подобрать к различным текстам свои заголовки. Ну и навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте. То есть здесь имеются в виду грамматические формы. Получается, что с грамматикой наши семиклассники более-менее справляются. То есть данные умения сформированы на достаточном уровне, достаточной степени. Все эти виды умений относятся к разряду рецептивных умений. И мы можем сделать вывод, что в принципе здесь, наверное, вот в данных направлениях по работе с данными видами умений у нас вроде бы как будто бы все хорошо. Что касается тех умений, которые у наших учащихся сформированы не в полной степени. Во-первых, это говорение, а именно монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. Если мы помним, это описание картинки. Вот мне всегда было очень интересно, почему так получается. Вроде бы иностранный язык. При изучении любого иностранного языка, самое главное, это что? Это научиться говорить. Так? Коммуникативная направленность – это самое важное, что какую задачу мы ставим перед собой, это коммуникация. И тем не менее, почему-то чаще всего наши учащиеся как раз не получается у них вот данный вид заданий. Не получается у них сформулировать сформировать монологическое высказывание. Мне странно. Наверное, где-то у нас мы, может быть, учителя создаем недостаточные условия для сформированности данного вида умений. Ну и еще один вид умений, который сформирован не на то есть на низком уровне, это навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте, а здесь имеется в виду как раз лексические формы, лексическая сочетаемость, владение лексическими единицами различного предметного содержания, тематики различной, а также многозначность лексических единиц. Почему-то у ребят тоже вот здесь есть сложности, большие сложности. Ну и, уважаемые коллеги, вот вначале я уже говорила, что одной из задач оценочных процедур как раз является, в том числе и ВПР, является выявление профессиональных дефицитов. Вот мне бы хотелось остановиться на этом моменте. По результатам как раз выполнения ВПР 2021 года и анализу допущенных ошибок мы можем, наверное, сделать вывод по поводу того, какие дефициты у нас присутствуют. То есть на что нам, как учителям, нужно обратить внимание, какие умения западают у наших учащихся. Для того, чтобы, опять же, в целом оптимизировать учебный процесс и чтобы была какая-то большая эффективность обучения. Итак, что касается аудирования, уважаемые коллеги, здесь нам необходимо, конечно же, совершенствовать стратегии выполнения разных типов заданий. Но мы понимаем, что когда мы работаем с аудитивными текстами, выполняем однотипные задания, грубо говоря, это задания самые известные, ответить на вопросы, true, false, допустим. Да? Ну и понятное дело, что в рамках работы над типичными заданиями у детей формируются типичные определенные умения. И как только ребенок, ученик видит задание немного иного формата, он встает в тупик.
Поэтому здесь важно использовать на уроках различные виды заданий. Просто дать волю фантазии, творчеству и так далее. Ну, даже если с этим моментом проблемы, различные типы заданий можно посмотреть, опять же, в других оценочных процедурах, в КИМах, в других оценочных процедур, та же ПИЗа. Мы, кстати, между прочим, учителя иностранного языка находимся в довольно-таки хороших условиях, поскольку все задания ПИЗа изначально формируются на английском языке, и можно просто брать и пользоваться в свое удовольствие. На самом деле задания там очень интересные, в том числе очень направлены на развитие той же функциональной грамотности. Далее, что касается аудирования. Вот когда мы говорим об аудировании с извлечением выборочной информации, здесь нам, конечно, нужно использовать различные упражнения, приемы, ну и вообще учить детей концентрировать внимание только на запрашиваемой информации, отсеивая второстепенные различные факты, события какие-то, которые не важны для выполнения конкретного задания. В рамках работы над чтением, ну, конечно же, необходимо отрабатывать неподготовленное чтение в режиме ограничения времени, поскольку такой тип заданий присутствует, в принципе, в различных оценочных процедурах. Даже взять, если нашу государственную итоговую аттестацию, ведь должны это уметь делать. Ну и когда мы, опять же, говорим о чтении с извлечением какой-то общей информации, здесь нам нужно учить детей просмотровому, ознакомительному чтению, обращать внимание на какие-то ключевые слова, соотносить информацию и так далее. В рамках работы над лексикой и грамматикой, тоже очень важный раздел языка на самом деле, и имеются проблемы у наших учащихся в данном аспекте. Вот здесь очень важно, на мой взгляд, что касается грамматики, систематизировать грамматические навыки на разных этапах обучения. Но на самом деле бывает такое, что в рамках урока мы проходим, изучаем какое-то грамматическое явление, допустим, отрабатываем на протяжении какого-то определенного промежутка времени, а затем перескакиваем на какую-то другую тему. И бывает такое, что определенное грамматическое явление остается как бы висеть в воздухе. Да? На мой взгляд, здесь нужно, конечно, использовать разные упражнения, обращать внимание на различные грамматические явления, даже просто при работе над чтением. Найдите в тексте, допустим, прилагательные в какой-то степени сравнения, в определенной степени сравнения. Просто обращать внимание детей, чтобы не забывалась данная информация, чтобы то есть была какая-то некая систематизация, актуализация постоянная определенных грамматических явлений. Ну и здесь важно, вот, опять же, работая над лексикой, учить стратегиям заполнения пропусков в лексически связанном контексте высказываний. Говорила уже сегодня о таком виде речевой деятельности, как говорение. Очень важно на самом деле, уважаемые коллеги, понимать, что любое монологическое высказывание, оно должно быть логически связано. Поэтому, на мой взгляд, уже с начальной школы важно учить детей правильно строить монологическое высказывание, уделять внимание той же вступительной и заключительной фразе, то есть чтобы это было высказывание логично построено, чтобы из вступления нам было понятно, о чем дальше пойдет речь. Детей этому нужно учить. Поэтому правильная организация высказывания – это одно из направлений, на которое нам нужно обратить внимание. Ну и что касается организации как раз высказывания, необходимо уделять внимание тому, чтобы наши учащиеся умели строить монологическое высказывание в соответствии с определенными пунктами плана. То есть работать именно по плану, поскольку любая неподготовленная речь, в принципе, как в качестве опоры у нас является план. Да? Так, это то, что касается некоторых рекомендаций, уважаемые коллеги. Ну и в общем, в целом, это то, что я хотела сказать по результатам ВПР в 7 классах. Но нам с вами известно, что ВПР пишут у нас также и 11-классники. Ежегодно они участвуют в всероссийских проверочных работах по английскому языку, но здесь есть
некий такой нюанс, известный нам с вами. Мы знаем, что если выпускник выбрал иностранный язык для прохождения государственной итоговой аттестации, то всероссийскую проверочную работу он не пишет, в данном виде мониторинга он не участвует. Стоит отметить, что есть существенная разница между 7 и 11 классами. Что касается семиклассников, в ВПР участвуют все ученики 7 классов. Да, это разные дети с разным уровнем знаний, способностей, мотивации. Говоря же об учениках 11 класса, то, как правило, это дети, которые, ну, в принципе, в априори пришли уже продолжать образование на уровне среднего общего образования с целью дальнейшего поступления в вузы. Ну и, соответственно, естественно, это уже предполагает наличие гораздо более высокого уровня мотивации, ну и, естественно, более серьезное отношение к учебе присутствует. Ну и неудивительно, что результаты 11 класса у нас значительно лучше. Обратите внимание на гистограмму, пожалуйста. Мы видим, что даже среди учащихся 11 классов тоже есть у нас ряд детей, которые не справились с заданиями всероссийской проверочной работы, но в целом показатели гораздо выше, конечно, чем показатели семиклассников. Посмотрите, гораздо больший процент учащихся, которые справились с работой на оценку «отлично». Намного больше детей написали ВПР на оценку «хорошо». Да, есть учащиеся, которые справились с работой на среднем уровне. Если мы говорим об успеваемости, она тоже гораздо выше, конечно же, ну не 100%, но все-таки 90,47% достаточно неплохой уровень успеваемости. Качество знаний тоже гораздо выше, чем на уровне 7 классов. Это все понятно, это все логично и закономерно. 64,5%. Ну, если мы сравним данные с данными по стране, то в Российской Федерации цифры немного выше. Успеваемость у нас чуть больше 93%. И качество знаний 68,68%. Все-таки мы немного уступаем. Итак, но, к сожалению, опять же, на уровне 11 классов тоже идет несоответствие отметки по ВПР, отметки в электронном журнале. Обратите внимание, ну, здесь, конечно, немножко цифры другие все-таки, но тем не менее, подтвердили отметку в 2021 году большая часть учеников, то есть больше половины, 53,61%. Есть доля учащихся, которые повысили свою отметку, свои результаты, 13,15%. Ну и опять же мы говорим о том, что некоторые ребята снижают свои результаты в сравнении со школьной отметкой, то есть справляются хуже с заданиями ВПР, чуть больше 33%. И опять же актуальным здесь остается вопрос, наверное, объективности оценивания. Я сейчас ничего не хочу сказать, я просто делаю выводы, которые напрашиваются, на мой взгляд, сами по себе. Итак, я не стану, уважаемые коллеги, наверное, очень подробно говорить о... Так, слайд, пошел. Извините. Не стану подробно говорить о конкретных результатах 11-классников. Скажу только то, что задания ВПР по английскому языку являются заданиями базового уровня, и мы понимаем, что те умения, которые должны быть сформированы, в принципе, перекликаются с теми умениями, которые проверяются на уровне основного общего образования. И, наверное, я бы просто хотела обратить внимание на то, что, опять же, умения все представлены в таблице, вы видите. Опять же, республика уступает немного в качестве выполнения всероссийской проверочной работы Российской Федерации. И мы видим в целом, что цифры гораздо выше, но обратите внимание на последнее задание, задание 6. Это говорение, опять же, монологическое высказывание на основе плановой визуальной информации. Опять же, цифры гораздо ниже. Почему-то страдает у нас все-таки устная речь, говорение, монологическое высказывание.
Я планирую, наверное, завершать. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Но мне бы хотелось все-таки подытожить следующим. На самом деле, вообще, среди педагогической общественности ходит очень много разговоров различных, касающихся всероссийской проверочной работы. Некоторые коллеги, я знаю, выражают недовольство, негодование по поводу того, что, допустим, задания проверочных работ всероссийского уровня не соответствуют, может быть, уровню учащихся. Порой есть какие-то рассогласования вот, с содержанием рабочей программы и так далее. Но я бы сказала, что к нашему предмету данные вещи не относятся. У нас, на мой взгляд, все в порядке. То есть задания соответствуют вполне уровню учащихся. И мы можем по-разному абсолютно относиться к внешним оценочным процедурам, коллеги. Однако их результаты на самом деле всегда являются неким таким для нас импульсом, способствующим, наверное, движению вперед. Поэтому хочу пожелать нам всем плодотворной работы. От нас с вами зависит результат и успех наших учеников, поэтому весной вот этого года все семиклассники и одиннадцатиклассники вновь будут принимать участие во всероссийских проверочных работах. Демоверсии КИМ уже утверждены, они присутствуют на сайте Рособнадзора. Он представил утвержденные демоверсии, но даже вот мне странно было, конечно, что даже в демоверсии КИМ ЕГЭ, извините, я говорила, с КИМ ВПР 11 класса нет никаких абсолютно изменений, в 7 классе тоже. Почему разработчики КИМов оставили задания прежними, ну, непонятно. Логично было бы, наверное, поменять в связи с новыми требованиями, с новыми умениями, которыми должны уже владеть нынешние 11-классники. Ну, в общем, бог с ним. Пока на сегодняшний день мы имеем те же самые утвержденные демоверсии в том же виде, что и в прошлые годы. Поэтому, ребят, пускай все у нас получится, и мы им в этом поможем. Благодарю за внимание, готова ответить на вопросы, если таковые имеются. Я вот вижу, есть обращение. Ольга Михайловна, школы в настоящее время работают очень сложно. Я знаю, что школы работают в очень сложных условиях. Я в курсе, я сама работаю в школе. Многие классы на карантине, в том числе выпускные. Будете ли вы, будут ли учитывать эти обстоятельства при оценке знаний учащихся? Вы имеете в виду оценку знаний по ВПР? Ну, мы знаем с вами, уважаемые коллеги, что результаты ВПР, в общем-то, никаким образом не сказываются на каких-то существенных результатах вот, учащихся, то есть они никуда не идут, не учитываются нигде, поэтому здесь бояться, я думаю, ничего не стоит. Единственное, что вот я не знаю, как будет относиться Рособнадзор вообще к такой вещи, как вот карантин. Ну, опять же, карантин, да? Ведь пока учащиеся находятся на карантине, они находятся на дистанционном обучении, то есть, по сути, образовательный процесс идет. Да, может быть, не в той полной мере, как это было бы при очном обучении, но все-таки я думаю, что не помешает это нашим выпускникам выполнить задание. Во всяком случае, не будет влиять таким образом существенным. Языковой барьер очень мешает. Ну, уважаемые коллеги, ну, на мой взгляд, языковой барьер, да, конечно, есть такое понятие языковой барьер. Дети есть разные абсолютно. Есть дети, ну, которые совершенно вот интроверты, ну, не хотят они говорить порой, я согласна. Но наша задача с вами, как учителей, все-таки создать условия оптимальные для каждого учащегося, для того, чтобы, в общем-то, помочь ему раскрыть все свои способности и помочь ему развить в себе все компетенции, которые требуют от нас федеральный государственный образовательный стандарт. На мой взгляд, это так. Поэтому нам нужно просто стараться, пытаться работать. Спасибо большое. Еще есть вопросы, уважаемые коллеги? Уважаемая Ольга Михайловна, я присоединяюсь к словам благодарности за ваш кропотливый анализ, доступный, понятный Спасибо. нашим педагогам. Я понимаю, сколько времени и профессиональных сил вы затратили для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему заседанию. Спасибо огромное, Ольга Михайловна, что уделили нам внимание. Спасибо огромное всем педагогам. Сегодня у нас было более 50 подключений. Уважаемые коллеги, спасибо вам за то, что вы были с нами, за ваш профессиональный интерес, активность.
Я думаю, что мы уже с вами в следующем году встретимся, обязательно наметим план наших встреч и мероприятий. Всем здоровья, терпения, сил, удачи и до новых встреч уже в новом году. Ольга Михайловна, спасибо вам огромное. Отдельно. Всего доброго. С наступающими института. всех Спасибо. праздниками, уважаемые коллеги. Хорошо доработать до каникул. Я надеюсь, настроение сейчас тоже праздничное уже и в школе, и дома. Поэтому всего хорошего, всего доброго. До свидания. Отключаюсь. Спасибо.